Добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем новый проект Координационного совета, который называется «По делу». В нем мы будем коротко объяснять важные вещи, которые волнуют всех белорусов. И сегодня начнем мы с очень такой довольно горячей темы в последнее время. Это референдум. Постоянно везде обсуждается. Мы объясним, что такое референдум, каким образом это работает и будет работать вот сейчас в Беларуси. И самое главное, что нам, белорусам, делать с вот этим самым референдумом, который сейчас педалирует действующая власть. И сегодня эти вопросы мы будем обсуждать с нашими гостями. Ольга Ковалькова, представитель Координационного совета по человеческому капиталу. Добрый день. И Александр Шлык, представитель Светланы Тихановской по вопросам выборов. Добрый день. Ну и вот, Александр, наверное, давайте начнем с самого простого вопроса. Что такое референдум, как это работает и как это будет работать в теперешней ситуации в Беларуси? Да, спасибо. Я думаю, стоит на самом деле начать с ответа на вопрос, что такое вообще референдум. Референдум в соответствии с законодательством Беларуси – это способ принятия гражданами Республики Беларусь решений по важнейшим вопросам государственной и общественной жизни. Если это расшифровать и, может быть, сделать шаг назад и посмотреть на международные нормы, что такое референдум вообще для любой страны в мире, то нужно вспомнить, что у людей, у всех людей в мире есть право, гарантированное Всеобщей декларацией о правах человека, участвовать в управлении своим государством непосредственно или через свободно выбранных представителей. Поэтому референдум тоже нужно рассматривать как способ для непосредственного участия в управлении государством. Я думаю, мы с вами попозже обсудим, что такое референдум в теперешней Беларуси, но я хочу с самого начала сказать, что это право для граждан участвовать непосредственно в управлении делами своего государства гарантировано как международным правом, так и белорусским законодательством. И это право от граждан никто никогда не забирал. Хорошо. Что референдум, который Лукашенко хочет объявить в феврале, будет значить для Минска, для официального и для белорусов вообще, Ольга? Ну, вы знаете, мне кажется, слово «референдум» от представителей режима слышим уже больше года. И мне кажется, что разные сроки были о том, когда он будет проводиться. Пока точной даты мы тоже не знаем, никакой информации о том, что будет на него вынесено, мы не знаем. Но очевидно, что таким образом режим хочет вернуть себе легитимность, утраченную в результате выборов 2020 года, который он с разгромным просто счетом, когда потерпел поражение. И весь этот год он пытался это сделать, у него не получалось. Люди как не верили в избранность Лукашенко, так они не продолжают в это верить. И я думаю, что таким образом они пробуют имитировать избирательный процесс для того, чтобы показать, что действительно есть легитимность. Но это, на мой взгляд, невозможно будет сделать, поскольку больше года уже ситуация политического кризиса не разрешается в Беларуси. Хорошо. Каким образом будет эта легитимность приводиться в жизнь? То есть как этот референдум, так называемый, может выглядеть? Со стороны Лукашенко? Так. Мне кажется, как он может выглядеть. Он вынесет вопросы, может быть, на референдум, которые ему кажутся, могут вернуть ему легитимность, может быть, которые смогут найти поддержку среди граждан. Возможно, там будет вынесен вопрос о том, сколько сроков президент может быть. И то, мне кажется, такие вопросы для Лукашенко крайне опасны. В целом он сейчас боится всего. И для него участие в референдуме большинства граждан – это тоже опасность, потому что это все-таки политический процесс, в котором участвуют люди. Люди высказывают свое мнение. И, как показывает практика того же 2020 года, людей обмануть очень сложно. Они верят и видят, как происходит обман, и готовы отставить свой выбор. Поэтому мне кажется, что со стороны власти референдум будет выглядеть таким образом, что они просто сымитируют процесс, и опять выдадут результаты, которые не соответствуют действительности, и таким образом будут показывать, что да, вот большинство граждан поддерживает их сторону или их какие-то варианты вынесения изменений в Конституцию. Александр, по-вашему, как будет выглядеть такой референдум в теперешней Беларуси? Судя по тому, что говорила госпожа Ермошина в таких заявлениях для прессы и для общества, у меня складывается впечатление, что, во-первых, если этот референдум будет происходить, он будет происходить очень быстро.
Ермошина говорила о том, что будет около месяца на то, чтобы провести этот референдум. Здесь у меня, как вы знаете, я уже комментировал это и для прессы тоже, у меня возникает несколько вопросов, в частности, а что же делать с тем, что нужно вообще-то обсудить то, что выносится на референдум. Но тут Ермошина сама ответила на этот вопрос. Она сама в одном из интервью сказала, что вообще-то агитация не предполагается. Поэтому выглядит это так, что будут вынесены какие-то вопросы. И, кстати, поговаривают, что будет один вопрос с двумя вариантами ответа «да» и «нет», что само по себе уже проблема. Ну и обсуждения, в общем-то, не будет, потому что оно с точки зрения теперешних властей не очень-то и нужно. Я думаю, что нужно помнить о том, что в теперешних условиях провести демократический избирательный процесс, а референдум – это избирательный процесс в конечном итоге, теперешняя власть не может. Когда существует страх, когда люди не могут выразить свое мнение, когда многие находятся в заключении, когда невозможно собраться и нельзя вообще обсудить всесторонне будущее нашей страны, проводить какой-то демократический процесс в принципе невозможно. Но это не значит, что в этом процессе нет возможности участвовать. Вот давайте тогда гипотетически поговорим. Условно, вот Лукашенко одумался и решил провести референдум нормально. Вот давайте сейчас для белорусов объясним, чем бы нормальный референдум отличался от того, что они собираются провести. Давайте объясним, чем нормальный референдум как должен выглядеть нормальный референдум. И тогда мы увидим, что у теперешней власти шансов провести нормальный референдум нету. Потому что одна из основополагающих вещей в проведению любого избирательного процесса, демократического процесса, это политическая воля к соблюдению основных прав и свобод. Без этого не может быть демократического процесса. Это как фундамент у здания. Если у здания нет фундамента, то какое бы оно ни было, оно просто не устоит. Вторая вещь, мне кажется, это то, что у теперешних властей нет доверия со стороны граждан к тому, чтобы проводить демократический избирательный процесс. Поэтому даже гипотетически допуская, что у Лукашенко, у Ермошиной будет желание почему-то честно посчитать голоса и огласить результаты, люди просто не поверят. Даже если они попробуют это сделать, люди просто не поверят в то, что они взяли и почему-то взяли и посчитали голоса честно и огласили их. Поэтому, я думаю, для нас очень важно помнить, что этот референдум – это вообще-то подмена понятий, как политически, так и, в общем-то, с точки зрения международных обязательств для избирательного процесса. Но если он будет происходить, то это дает замечательную возможность для граждан Беларуси еще раз выразить свое мнение. Ну, кстати, надо сказать, что если мы посмотрим на историю, кто прибегает, в принципе, к референдумам, это тоталитарные страны, в основном тоталитарные страны, потому что если есть доверие к системе избирательной в странах, в европейских в том числе, то референдум не используется как инструмент избирательный. И мне кажется, что в целом это такой даже немножко обман, не немножко, это обман людей, участие в референдуме, потому что, если мы выбрали себе представителей власти, вот сегодня Александр говорил, вот мы можем выбрать депутатов, еще кого-то, и они являются нашими представителями, они решают, каким образом государство будет функционировать от нашего имени. Если к этим выборам есть доверие, то в проведении референдума или других каких-то процессов нет необходимости, потому что есть доверие в целом к системе и к функционированию государства. Что мы видим в Беларуси? Мы видим, что в результате выборов 2020 года нет доверия к избирательной системе, в предыдущие годы тоже, и сейчас референдум, как можно ему доверять? Как вот обычному гражданину, который говорит, вот пойдешь на референдум, там будешь участвовать. Зачем? То есть для него вопрос, зачем я буду участвовать, если выборов в Беларуси нет. И мне кажется, здесь стоит тоже ответить на этот вопрос, зачем нужно участвовать в политических процессах. Да, сейчас мы про это тоже поговорим. Тут меня просто не покидает ощущение, что скорее здесь вопрос доверия, который рассматривает Лукашенко, это не доверие своих людей, мне кажется, ему уже немножечко все равно на то, что там люди думают. Скорее это вопрос доверия Владимира Владимировича Путина. То есть, скорее так выглядит, что референдум возможно для одного человека. Нет такого мнения? Слушайте, мне кажется, что я бы не сказала, что это стоит в первую очередь для него, да, что ему нужно доказать себе, Западу и Б России, то есть всем. Он использует референдум как инструмент для того, чтобы каким-то образом доказать, что у него эта легитимность есть. Но если мы посмотрим, как он относится, например, к политическим заключенным или к людям, которые находятся в тюрьме, прося у них признание вины или чтобы они сказали, что покаялись, что они там совершили какую-то ошибку, это
знаешь, такой символизм – это удовлетворение тщеславия. Мне кажется, что референдум может быть тоже одним из таких инструментов, когда хочется доказать самому себе, что у меня есть легитимность, да, что люди меня поддерживают, и потом транслировать эти результаты, да, неправдивые, да, фальсифицированные уже другим партнерам. Но понятно, что нашим европейским партнерам очень сложно это продать после выборов 2020 года. Россия, если будет ее политическая воля, она может принять это за основу и точно так же транслировать дальше. Но опять-таки, что будет, мы тоже не знаем. Как пройдет референдум, мы тоже не знаем. Хорошо, какие варианты у белорусов? Что можно делать? То есть вот объявляют такой референдум, какие есть варианты? Ну, на самом деле я участвовала в разных кампаниях в Беларуси, даже в кампании «Бойкот» в 2012 году. На мой взгляд, политическое действие или любое действие, оно лучше бездействия, потому что мне кажется, что Лукашенко очень выгодно, когда мы молчим, когда мы не высказываем свою позицию, когда мы не выражаем свое несогласие. И я думаю, что референдум или любая политическая кампания – это инструмент высказать свое несогласие с тем, что происходит в Беларуси. И это способ сказать «нет» тому беззаконию, которое происходит. И я думаю, что каждый белорус должен прийти на участок для голосования, если референдум будет объявлен, и выразить свое несогласие путем проставив галочки в двух графах, да, и высказать свое несогласие с тем, что происходит. Что это будет значить, Александр? Вот ставят две галочки. Вообще, какие последствия у таких действий? У бойкотирования, у вот порчи бюллетеней, насколько я понимаю, это будет значить поставление двух галочек в них. То есть, что после этого происходит? Окей, давайте начнем еще один раз, сделаем шаг назад и поговорим еще раз о участии и неучастии. Хочу сказать две вещи для тех, кто думает об идее бойкота. Первое. Я прекрасно понимаю этих людей и их моральную позицию. Не хочется связываться с нечестным процессом. Прекрасно понимаю такую моральную позицию, которую они занимают. Но хочу сказать две вещи. Первое. История показывает, как белорусская, так и международная практика показывает, а я много выборов и референдумов видел, что бойкот ни к чему обычно не приводит. Бойкот – это самый простой способ не делать ничего и надеяться на кого-то другого. На то, что ситуация решится сама по себе. Поэтому, мне кажется, исходя из чисто практических соображений, нужно помнить, что бойкот – это не тот способ, который в истории приводил к каким-то конкретным изменениям. Вторая вещь, учитывая специфику Беларуси, придете вы на участок или не придете вы на участок, ваш бюллетень окажется в урне. Скорее всего, он там окажется. Теперь давайте разбираться с тем, что это будет за бюллетень. Если вы не придете на участок, то, скорее всего, практика так показывает, отчеты международных и местных наблюдателей об этом говорят, что там, скорее всего, окажется бюллетень от вашего имени с проставленной меткой в том квадратике, который выгоден тому человеку, кто там эту метку проставлял. А это будете не вы, если вы туда не придете. Поэтому, к чему, я думаю, к чему мы призываем граждан Беларуси? К тому, чтобы прийти на участки и сделать бюллетень недействительным. Потому что и логика здесь очень простая. Во-первых, нужно помнить о том, что история в Беларуси показывает, что явка будет сделана. Так или иначе. То есть борьба за то, чтобы референдум в принципе не состоялся, потому что не будет явки, это заведомо проигрышная война. Вторая вещь. Для того, чтобы принять какое-то решение на этом референдуме относительно изменений в Конституцию, нужно получить большинство или за, или против от списочного состава, то есть от всех людей, внесенных в списки для избирателей. Поэтому, если на референдуме большинство людей сделают бюллетени недействительными, то решение просто не будет принято. И тогда мы возвращаемся еще раз к тому вопросу, а зачем этот референдум вообще проводится? И с моей точки зрения, этот референдум проводится для того, чтобы показать возможность провести референдум. И именно это мы и должны не допустить, делая бюллетени недействительными. В то же время, давайте посмотрим на этот бюллетень. Два ответа – да и нет. Пишем «да», согласно на изменения, получаем Конституцию от Лукашенко. Голосуем «нет»,
получаем теперешнюю конституцию от Лукашенко. Ни тот вариант нам не симпатичен и не выгоден. Поэтому что мы должны сделать? Мы должны сказать, ни один из этих вариантов нам не подходит, и бюллетень мой, протестный бюллетень, недействительный. Отлично, хорошо. Все бюллетени, большинство бюллетеней делаются недействительными. Ставим 2 галочки. На следующий день выступает госпожа Ермошина, говорит 80% за вариант «за», 20% за вариант «против». Все понятно. Что дальше? Я думаю, что если сейчас мы будем рассказывать, что дальше, это, наверное, будет не очень правильно, потому что сейчас у нас есть действительно общая позиция о том, каким образом мы участвуем в референдуме и что мы делаем. Но я думаю, что то, что мы будем делать дальше, это будет следующий этап, когда мы будем уже говорить людям о том, как мы видим продолжение этой кампании. Слишком много сейчас еще неизвестных в этой кампании. И я думаю, что, конечно, мы готовимся к разным сценариям развития событий. И варианты плана А, плана Б, плана С точно есть. И они будут сообщены немножко позже. Единственное, что сейчас очевидно и нам понятно, что, как сказал уже Александр, что наше участие такое протестное, оно необходимо для того, чтобы в том числе люди в избирательных комиссиях, которые будут считать эти голоса, которые будут видеть этих людей, которые пришли проголосовать против, чтобы точно так же мы оказывали таким образом на них давление. Потому что если мы посмотрим на результаты кампании, например, 2020 года, когда очень много членов комиссии, которые посчитали голоса честно и вывесили честные протоколы, на них точно так же было оказано такое просто моральное давление, когда они видели, как мало людей поддерживает Лукашенко. Наша задача сейчас точно так же через это протестное голосование показать им, что мы против, что мы не хотим поддерживать действующую власть, что нам не нравится то, что происходит сейчас. И единственное, чего хочет сегодня белорусский народ, это нормальных, честных выборов, к которым у белорусов есть доверие. Выбирать себе власть. То, что сейчас будет происходить, никакого доверия у нас нет. И нет ощущения, что механизм будет другой. Механизм формирования избирательных комиссий, подсчета голосов, вывешивания результатов пока ничего не говорит о том, что этот референдум может пройти по тем условиям, по которым видит это демократическое сообщество. Когда у нас будет такое ощущение, наверное, мы будем говорить про другие варианты и сценарии развития событий. Поэтому сейчас наша задача выразить свое несогласие с тем, что хочет Лукашенко сделать на этом референдуме, и мобилизовать людей, участвовать и высказывать свое несогласие. Следующим этапом, я думаю, что мы в следующих передачах уже будем говорить о том, как мы видим развитие событий в день голосования или после голосования, поэтому это немножко другой уже этап. Хорошо, тогда давайте еще раз проговорим, что вы видите, что избиратели сделают. То есть, как это может выглядеть? Цветочек нарисуют, напишут, я не знаю, свое личное послание Александру Григорьевичу? Или... Думаю, что личное послание Александра Григорьевича гораздо более вероятно, то, что появится на бюллетене, чем цветочек, учитывая отношение людей к референдуму. Но скажу вам одну вещь. Смотрите, самое главное – это проставить свои метки, крестики, галочки, все что угодно в оба поля, и да, и нет. Если хотите сделать что-то еще, перечеркнуть весь бюллетень, пожалуйста. Написать личное послание кому бы то ни было, пожалуйста. Но если вы нарисуете цветочек или напишите личное послание, боксики, эти квадратики для опции «да» и опции «нет» останутся пустыми, то теоретически, я не могу этого предсказывать, но теоретически кто-то может поставить отметку в одну из этих граф и тогда сказать, воля избирателей ясна, и плюс цветочек. То есть нам нужно сделать так, чтобы бюллетень оказался недействительным. А недействительным бюллетенем считается, есть определение, в том числе и те бюллетени, где отметки проставлены в больше, чем одной графе. А у нас их будет, по всей видимости, 2, поэтому в обе и ставьте. И надо сказать, что это абсолютно законное действие. И безопасно. И безопасно. Отлично. Все законно, все безопасно, как у нас обычно бывает. Вы смотрели выпуск рубрики «По делу». Если у вас есть какие-либо вопросы по данной теме, пишите, пожалуйста, в комментарии. Мы постараемся рассмотреть и в следующих программах на это все ответить.